И всего самого наилучшего. Вопросы грудного вскармливания детей, в том числе и вопросы диетологии, это весьма важный и чувствительный вопрос, который хотелось бы обсудить с нашими гостями в студии. Ульяна Михайловна Лебедева, кандидат медицинских наук, диетолог Минздрава Республики, опытнейший человек в этом вопросе, эксперт с Красноярского края Иван Фурцев. Доброе утро. Рад приветствовать вас в студии «Нового дня» НВК СХ. Проблема грудного вскармливания. Многие мамы сейчас активно начинают переходить на смеси, не понимая значимость именно вскармливания от груди матери. Что бы вы им посоветовали, возможно, какие смеси выбирать и каким образом ориентировать мам на то, чтобы они все-таки сохраняли грудное вскармливание? Вопросы грудного вскармливания, на сегодняшний день вообще рассматриваются как актуальнейшие вопросы в части лучшего начала жизни. Да, и обеспечение устойчивого развития вообще национальной безопасности страны и государства. Да, и в части, нашей медицинской части, это профилактика заболеваний, алиментарно зависимых заболеваний, неинфекционной патологии. Да, работа в республике проводится системная. И официально с 2012 года, когда внедрен был международный проект «Больница доброжелательная к ребенку». И в настоящее время как раз мы проводим 36-часовые курсы по обучению медицинских работников. Да, так и называется программа Всемирной организации здравоохранения «Консультирование по грудному вскармливанию». И этому обучению как раз подлежат все медицинские работники и главнейшим образом работники службы родов, вспоможения и детства. Также в эти дни проходит аттестация 4 больниц, да, на присвоение международного звания Всемирной организации здравоохранения и детского фонда Организации Объединенных Наций ЮНИЦЕФ. Такая организация есть. Больница доброжелательная к ребенку. Эти 4 больницы, перинатальный новый центр наш, да, городской клинической больницы. Потом вчера проходила аттестацию Центр охраны здоровья семьи и репродукции. И еще 2 центральных районных больницы, которые давно уже готовятся. Это Верхневилюйская центральная районная больница и Нанская центральная районная больница. И у нас как раз, Владимир Иванович как раз принимает участие, как раз ведет эти курсы консультирования по грудному вскармливанию. У нас 33 курсантов на сегодняшний день. И будем проводить, как 2 национальных эксперта, аттестации. Да, Владимир Иванович. Сразу к вам вопрос. Вы первый раз в Якутии? Третий раз. Как впечатление от курсантов? Какие вопросы задают? Что больше всего сейчас тревожит? Мне понравилось, что всего-навсего в 2012 году республика присоединилась к этой глобальной инициативе. И когда я в 2012 году здесь впервые побывал, меня приятно удивила уже, так сказать, насыщенность персонала знаниями. Больше эти знания, конечно, были теоретические. И наш первый суадесант, когда был в 2012 году, мы поработали здесь, и просто глобальные успехи делает в этом плане республика. Это, наверное, потому что, как Ульяна Михайловна сказала, система находится со всех сторон, то есть не только медицинские работники, но и общественность поддерживает. И, наверное, эти годы утраты, 80-е, 90-е годы прошлого века, когда многие женщины прекращали кормить грудью, а прекращали они потому, что они не знали о тех негативных последствиях искусственно и не знали положительно о грудном вскармливании. Думали, еда и еда, грудное молоко. А оказалось, в общем-то, это и не еда. Это то самое, даже не сказать, и не лекарство. Я не знаю, как это. Такой субстрат, который позволяет действительно предупредить болезни, и не только позволяет интеллектуально выше развиваться. То есть раскрыть полностью интеллектуальный потенциал. И наша задача теперь к этому движению приобщить. И мне нравится, что в Республике Саха это очень быстро продвигается. В нашем Красноярском крае мы уже почти 20 лет этим занимается. Конечно, показатель очень хороший, и все идет. Но таких темпов быстрых у нас не было. То есть в научных исследованиях четко видно о том, что те, кто питается грудным молоком, показывают определенные результаты и в состоянии здоровья, и в своих достижениях.
Совершенно верно. Это не только состояние здоровья, это интеллект, это еще психическое здоровье. Хорошо, спасибо большое, дорогие друзья, за то, что вы подошли к нам сегодня в студию. Хочется действительно пожелать плодотворной работы, интересных вопросов от курсантов, чтобы они далее доносили эту информацию, я так понимаю, до населения. И поздравляем с наступающим Новым годом.